Глава 23. Поиск непротиворечивой версии. Неясности. Существует мнение, видимо правильное, что в военном столкновении побеждает сильнейший, если нет никаких превходящих обстоятельств. Допустимо внести поправку на случайность военного счастья, но только в пределах одной битвы или стычки. Для большой войны это существенного значения не имеет, потому что зигзаги на долгом пути взаимно компенсируются. А как же быть с монгольскими завоеваниями? Численный перевес, уровень военной техники, привычка к местным природным условиям, энтузиазм войск часто были выше у противников монголов, чем у самих монгольских войск. А в храбрости джурджени, китайцы, хорезмийцы, куманы и русичи не уступали монголам. Конечно, у монголов было несколько талантливых полководцев, но Ваньян-Хада, Джиляль-ад-Дин, Евпатий Калаврат и многие другие не уступали в способностях Джеб-Джебе, Мухули, Бурундаю, Эльчидаю, Чормагану и всем прочим, кроме разве что Субутая, но ведь одна ласточка весны не делает. Помимо этого, немногочисленные войска монголов одновременно сражались на 3 фронтах – китайском, иранском и половецком, который в 1241 году стал западноевропейским. Как при этом они могли одерживать победы в XIII веке и почему они стали терпеть поражение в XIV веке? По этому поводу имеются разные предположения и соображения. Но главными причинами считались какая-то особая злобность монголов и гипертрофированная наклонность их к грабежу. Обвинение банальное и к тому же явно тенденциозное, потому что оно предъявляется в разные времена разным народам. И грешат этим не только обыватели, но и некоторые историки. Как известно, мы живем в изменчивом мире. Природные условия регионов земной суши нестабильны. Иногда место обитания этноса постигает вековая засуха, иногда наводнение, еще более губительное. Тогда биоценоз вмещающего региона либо гибнет, либо меняется, приспосабливаясь к новым условиям. А ведь люди – верхнее звено биоценоза, значит, все отмеченное относится и к ним. Но этого мало. Историческое время, в котором мы живем, действуем, любим, ненавидим, отличается от линейного астрономического времени тем, что мы обнаруживаем его существование благодаря наличию событий, связанных в причинно-следственные цепочки. Эти цепочки всем хорошо известны, их называют традициями. Они возникают в самых разных регионах планеты, расширяют свои ареалы и обрываются, оставляя потомкам памятники, благодаря чему эти потомки узнают о неординарных, странных людях, живших до них. А где начало этих цепочек? Ведь не в нижнем и даже не в верхнем палеолите. Как мы видели, началом процесса является мутация. Не любая, а определенная, вызывающая взрыв пассионарности, которая затем медленно гасится энтропией, после чего остается этнический реликт. Таковы 3 параметра этногенеза. Это как бы теоретический фон, на котором развиваются исследуемые события. И все сказанное относится к монголам XIII века. Неоднократно отмечалось, что монголы представления не имели о своих предшественниках в Великой Степи, но объяснения этому не было. Теперь можно его предложить. Засуха X века сделала степь необитаемой. Хунская традиция, начавшаяся в III веке до нашей эры, в X веке состарившись угасла, а у монголов произошел взрыв этногенеза, то есть они вступили в мировую историю молодым этносом. И случилось это в XI веке, когда предки монголов пришли в зазеленевшую степь из Сибири. Переломные эпохи. Принятая нами методика различения уровней исследования позволяет сделать важное наблюдение. Этническая история движется неравномерно. В ней наряду с плавными энтропийными процессами подъема, расцвета и постепенного старения обнаруживаются моменты коренной перестройки, ломки старых традиций. Вдруг возникает нечто новое, неожиданное, как будто мощный толчок потряс привычную совокупность отношений и все перемешал, как мешают колоду карт. А после этого все улаживается, и 1000 лет идет своим чередом.
При слишком подробном изложении хода событий эти переломные эпохи увидеть нельзя, ведь люди не видят процессов горообразования, так как для того, чтобы их обнаружить, требуются тысячелетия. А мотыльки не знают о том, что бывает зима, ибо их активная жизнь укладывается в несколько летних дней. И тут приходит на помощь наука, синтезирующая опыт поколений и работающая там, где личная и даже народная память угасает под действием губительного времени. Переломные эпохи – не выдумка. В Великой Степи их было 3, и обо всех уже говорилось. Первой эпохой, самой древней и потому расплывчатой, надо считать X-XI век до нашей эры. Тогда появились скифы, и возник Древний Китай. Вторая эпоха – III век до нашей эры. Эту мощную вспышку этногенеза можно проследить до излета, то есть до полной потери инерции, когда остаются только остывшие кристаллы и пепел. Третья вспышка – монгольский взлет XII века. Инерция его еще не иссякла. Монголы живут и творят, свидетельство чему их искусство. По сути дела, в изложенном тезисе нет ничего нового. Это просто диалектико-материалистическое толкование этнической истории. Факты скачкообразного развития наблюдаются многими науками и нигде не вызывают недоверия, так же, как и плавное становление в промежутках между скачками. И ведь во всех странах и у всех этносов наблюдается та же картина. В VIII веке до нашей эры так возникали этносы, создатели и носители античной культуры – Рим и Эллада. И затем почти одновременно, в исторических масштабах, погасли. В I-II веках готы начали великое переселение народов, даки погибли в борьбе с Римом, а крошечные христианские общины выросли в Золотую Византию, и тоже инерции хватило на 1200 лет, кроме тех случаев, где процесс был оборван внешними силами. В VI-VII веках заявили о себе арабы, раджпуты, этнос, состоявший из аборигенов и мигрантов, саков, сагдийцев, эфталитов, тибетцы, средневековые китайцы и японцы. В IX веке в Западной Европе начались походы викингов, феодальные войны, реконкиста и образование наций, из которых лишь немногие дотянули до XX века. В XIV веке появились великороссы, турки, абиссинцы. Ныне это молодые народы, перед ними будущее. Прочие примеры опускаем, ибо мысль ясна. Этногенные взрывы – одно из явлений природы, изучением коих и занимается диалектический материализм. Для ответа на интересующий нас вопрос о взаимоотношениях Руси и Великой Степи необходимо уяснить, что представляла собой в XIII веке степь, объединенная монгольским улусом. События там развивались стремительно, источники разноречивы, подробности многочисленны. Видимо, для решения поставленной задачи нужно лаконичное обобщение, сопоставимое с хорошо изученной историей Европы. Поскольку предварительное исследование было нами уже проведено, ограничимся кратким резюме. Опыт анализа и исторической критики. Как говорилось ранее, Русь представляла собой суперэтнос из 8 полугосударств, неуклонно изолирующихся друг от друга и дробящихся внутри себя. Новгородская республика, Полоцкое, Смоленское и Турово-Пинское княжества не были затронуты татарами. Сильно пострадала Рязань, но больше от суздальцев, чем от татар. Северная часть Великого княжества Владимирского уцелела благодаря своевременным переворотам и капитуляции с предоставлением наступающей татарской армии провианта и коней. Пострадавшие города, в том числе Владимир и Суздаль, были быстро отстроены, и жизнь в них восстановилась. Резня 1216 года на Липеце унесла больше русских жизней, чем разгром Бурундаем Юрия II при Сите. Эта битва 4 марта 1238 года удостоена особого внимания лишь потому, что там был убит великий князь. Каргалов приводит сведения, интересные для характеристики Юрия Всеволодовича. Узнав о поражении при Коломне, князь покинул в столице свою семью, хотя мог ее своевременно эвакуировать. Гарнизон был недостаточен, а сбежавшиеся в город люди не использованы для обороны. Из-за этого 7 февраля 1238 года неприступный город пал.
На Сити Юрий стоял не имеющую сторожии и был захвачен врасплох. Русские полки не успели даже построиться и побегоша пред иноплеменниками. Сами монголы не придавали этой битве большого значения. Рашид ад-Дин считает, что это была просто погоня за бежавшим и скрывавшимся князем. Факт психологического вырождения на фоне этнической обскурации налицо. Каргалов – внешнеполитические факторы. Да и были ли у монголов средства для того, чтобы разрушить большую страну? Древние авторы, склонные к преувеличениям, определяют численность монгольской армии в 300-400 тысяч бойцов. Это значительно больше, чем было мужчин в Монголии в XIII веке. Каргалов считает правильной более скромную цифру – 120-140 тысяч. Но и она представляется завышенной. Ведь для одного всадника требовалось не менее 3 лошадей – ездовая, вьючная и боевая, которую не нагружали, дабы она не уставала к решающему моменту боя. Прокормить 500 000 лошадей, сосредоточенных в одном месте, очень трудно. Лошади падали и шли в пищу воинам, почему монголы требовали у всех городов, вступивших с ними в переговоры, не только провианта, но и свежих лошадей. Реальная цифра Веселовского – 30 тысяч воинов, и значит около 100 тысяч лошадей. Общая численность монгольского войска для войны на 3 фронтах была 129 тысяч человек. Рашид ад-Дин. И еще 2 тумена – Джурдженский для обслуживания боевых машин и Каракиданский. На Русь были присланы 1000 джурджений, хины, 1000 мангутов и вспомогательные войска. Но даже это количество прокормить было трудно. Поэтому часть войска под командованием Монке вела войну в Половецкой степи, отбивая у половцев зимовники с запасами сена. С той же проблемой связано поступление подкреплений из Монголии, где из каждой семьи был мобилизован 1 юноша. Переход в 5000 верст с необходимыми дневками занимал от 240 до 300 дней, а использовать покоренных в качестве боевых товарищей – это лучший способ самоубийства. Действительно, монголы мобилизовали венгров, мордву, куманов и даже измаильтян, мусульман, но составляли из них ударные части, обреченные на гибель в авангардном бою, и ставили сзади заградительные отряды из верных воинов. Собственные силы монголов преувеличены историками. Также преувеличены разрушения, причиненные войной. Конечно, войны без убийств и пожаров не бывает, но масштабы бедствий различны. Так весной 1238 года Ярослав Всеволодович вернулся в пострадавшее свое княжество, и бысть радость велика христианам, и их избавил Бог от великая татар, действительно ушедших в Черниговское княжество и осаждавших Козельск. Затем Ярослав посадил одного брата в Суздаль, якобы стертый с лица земли, другого в Стародуб, а мощи убитого брата положил в церковь Богородицы во Владимире на Клязьме. Вопреки распространенной версии, после нашествия этот памятник остался цел. И ведь войско у него было немалое. Он тут же совершил удачный поход на Литву, а сына своего Александра с отборной дружиной направил в Новгород, которому угрожали крестоносцы, немцы, датчане и шведы. Прохоров доказал, что в Лаврентьевской летописи 3 страницы, посвященные походу Батыя, вырезаны и заменены другими, литературными штампами батальных сцен XI-XII веков. Учтем это и останемся на почве проверенных фактов, а не случайных цитат. Больше всех пострадало Черниговское княжество. В 1238 году был взят Козельск, злой город, а население его истреблено. Михаил Черниговский не пришел на выручку своему городу, отверг мирные предложения монголов, бросил свою землю и бежал в Венгрию, потом в Польшу, в Галич, а по взятии Киева вернулся в Польшу. Когда же пришла весть, что иноплеменники сошли суть из земли русское, он вернулся в Киев. По возвращении монголов из похода в 1243 году Михаил через Чернигов убежал в Венгрию. В 1245 году он появился в Лионе, где просил у папы и собора помощи против татар, за что по возвращении на Русь был казнен. Оброшенное им княжество подвергалось постоянному разорению и запустело. В 1240 году
Батый взял Владимир Волынский копьем, и народ изби не щадя. Но церковь Богородицы и другие уцелели, а население, как оказалось, успело убежать в лес и потом вернулось. То же самое произошло в Галичине. Там во время этой войны погибло 12 тысяч человек. Почти столько же за один день полегло на реке Липице. Но на Липице погибли воины, а число изнасилованных женщин, ограбленных стариков и осиротевших детей не учтено. Исходя из этих данных, следует признать, что поход Батыя по масштабам произведенных разрушений сравним с междоусобной войной, обычной для того неспокойного времени. Но впечатление от него было грандиозным, ибо выяснилось, что Древняя Русь, Польша, поддержанная немецкими рыцарями, и Венгрия не устояли перед кучкой татар. Если поведение русских князей оставляло желать лучшего, то, может быть, народ проявил стойкость в борьбе с иноплеменниками? Отнюдь нет. Мой покойный друг профессор Тимофеев-Рисовский рассказал мне по детским воспоминаниям, что около Козельска есть село Поганкино, жители которого снабжали провиантом монголов, осаждавших злой город. Память об этом была в 20 веке настолько жива, что козляне не сватали поганкинских девиц и своих не отдавали замуж в Поганкино. Монгольская армия нуждалась в пополнении, поэтому монголы предлагали захваченным в плен купить свободу ценой вступления в их армию. В хронике Матвея Парижского приведено письмо двух монахов, где сообщается, что в монгольской армии много куманов и псевдохристиан, то есть православных. Первый набор среди русских был произведен в 1238-1241 годах. Такое снижение патриотизма указывает на спад пассионарности древнерусского этноса даже ниже нулевой отметки, гомеостаза. Пришла пора отрицательных значений. Обскурация, которая должна была привести народ к вырождению и гибели как древних римлян, или к порабощению иноплеменниками как палапских славян и пруссов. Но не случилось ни того, ни другого. Наоборот, новая Россия добилась большей славы, чем Древняя Русь. Но между этими двумя витками этногенеза лежало темное столетие, которое надо было пережить. И это удалось благодаря гению Александра Невского. Второе дыхание. В те страшные годы, с 1239 по 1241, когда кости куманов устилали причерноморскую степь, когда горели Чернигов, Переяславль, Киев и Владимир Волынский, а Польша и Венгрия уже ощутили первый сокрушительный удар татар, папа, поддержанный своим смертельным врагом императором, благословил крестовый поход на Балтике. С точки зрения разумной политики, союз гвельфов и гибеллинов был бессмыслицей. Экономически объединение купеческих городов Северной Германии с Данией и Швецией было крайне невыгодно для обеих сторон. В аспекте религиозном набожные русские не заслуживали осуждения, чего нельзя сказать о Фридрихе Гогенштауфене, заявившем, что было три великих обманщика – Моисей, Христос и Магомед. Но согласно этнологическому осмыслению антропосферы, страны Западной Европы составляли суперэтническую целостность, противостоящую другим суперэтносам – мусульманскому, православному и монгольскому, объединившему всю Великую Степь. И когда речь шла о столкновении на суперэтническом уровне, то гвельфы объединялись с гибеллинами, сунниты с шиитами, монголы с татарами, кираитами, найманами и даже с меркитами. За бортом оставались только антисистемы – катары-альбегойцы, карматы-исмаилиты, богумилы-манихеи и злые колдуны Сибири, которых монголы удостаивали смертной казни. Также относились и русские к волхвам. Но изловить всех их было трудно, вследствие чего они существовали по всему континенту, стараясь не попадаться на глаза ни начальству, ни историкам. На этом фоне начался крестовый поход против восточного православия. Политическая разведка в королевствах Западной Европы была поставлена неплохо. Немецкие и скандинавские дипломаты получили сведения о полном разгроме русской земли татарами в 1238 году и поверили им, как позднее историки, базирующиеся на источниках без критической оценки их. Поэтому естественно, что они сочли Новгород беззащитным и решили взять его в клещи,
со стороны Финского залива шведы, а со стороны Чудского озера – немцы. Задача казалась им легко выполнимой. Ошибка их была лишь в том, что Великое княжество Владимирское, пропустившее через свои земли татарское войско, сохранило свой военный потенциал и смогло оказать помощь Новгороду. Этого немцы, шведы и датчане не учли. Организатором и координатором антирусского похода был папский легат Вильгельм, получивший от папы Григория IX, графа Уголино-Десиньи 1227-1241 годы, задание принудить Новгород перейти в католическую веру. Факт внутренней перестройки этносистемы определяется либо накоплением, либо растратой биохимической энергии живого вещества биосферы, а устойчивость неоднородной системы – законом единства и борьбы противоположностей. Дискретность этногенезов и этнической истории, или, что тоже, существование начал и концов, есть прямое проявление закона отрицания, согласно которому рождение и смерть любой системы неразрывно связаны друг с другом. Шансы для этого были немалые. Среди новгородцев и псковичей были германофилы, сохранившие ненависть к низовцам и предпочитавшие выгодную торговлю с Ганзой кровопролитной войне. Большая часть чуди, води и жоры сопротивлялась введению у них православия, а сумь и емь, финны, уже подчинились шведам. Не следует думать, что в той или иной фазе этногенеза все люди одинаково активны или инертны. Фаза понятия статическое. Это фон, на котором не только возможны, но и неизбежны яркие искры пассионарности. Такой искрой был Александр Ярославич, назначенный новгородским князем и прибывший в Новгород в мале-дружине. Он собрал небольшое число добровольцев, пополнил его новгородскими пассионариями и проявил древнюю русскую доблесть 15 июня 1240 года. Шведское войско на многих кораблях, шнеках, вошло в устье Невы и высадило десант. Но ярл Биргер, уверенный в победе, не спешил с наступлением, из-за чего потерял темп. Князь Александр успел сплавить пешую рать по Волхову к Ладоге, а конную по берегу до устья Ижоры, где был расположен шведский лагерь. Шведы удара не ждали, поэтому внезапное нападение русских войск не встретило должного сопротивления. Шведам не помог даже численный перевес, потому что отборные русские дружины не упустили инициативу боя, продолжавшегося с утра до наступления темноты. Под покровом ночи русские отошли, а шведы похоронили убитых частью в земле, частью погрузив трупы на ладьи. Эти ладьи сплыли по Неве и потом потонули в море. Битва у Ижоры была выиграна не столько тактически или тем более стратегически, сколько морально. Воинский дух шведов был подорван. Немногочисленная рать Александра, тоже понесшая потери суздальцами и новгородцами, не могла бы сдержать планомерного наступления шведов, если бы оно осуществилось. Но русское мужество, хотя и в мале-дружине, снова преодолело скандинавскую силу, как было в 1023 году при Листвене, а потом в 1709 году при Полтаве. А в это время немецкое наступление развивалось успешно. В 1240 году ливонские рыцари взяли Изборск и Псков, ворота которого им отворил глава германофильской партии боярин Твердила Иванкович. О координации военных действий немцев и шведов смотреть в книге Шаскольского «Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII-XIII веках». Пронемецкая западническая группа в Пскове существовала с 1229 года. Пашута «Внешняя политика». Новгородцы же зимой 1240 года отблагодарили князя Александра, выгнав его. Вот это и есть фаза обскурации, упрощения системы, со всеми характерными симптомами – эгоизмом, неблагодарностью, жадностью, своеволием и политической близорукостью. На организменном уровне такое изменение приписывается склерозу, а на этническом – это первый признак маразма. В 1241 году ливонцы с отрядами наемных литовцев, эстов и всегда готовых к драке ливов заняли Копорье, Тесов на реке Оридеш и приблизились к Новгороду. Уже в 30 верстах от новгородских стен ливонские разъезды захватывали купцов, отнимали у населения скот и не давали крестьянам пахать.
Тут новгородские власти одумались и поехали к Ярославу за помощью. Александр вернулся в Новгород с низовой ратью и показал себя мастером маневренной войны. Немедленно он взял Копорье, где перевешал изменников из Води и Чуди. В начале 1242 года он освободил Псков, а 6 апреля одержал знаменитую победу на Чудском озере. Затем, в результате ряда удачных операций в 1245 году, Александр Невский победил литовцев и выгнал их отряды с Руси. Тогда же бежал из Финляндии епископ Томас, англичанин, от восставшей Йеми, поддержанной русскими. Крестовый поход на Балтике захлебнулся. А теперь, изложив ход событий, приступим к анализу, чтобы вскрыть механизм процесса. Новгородская земля, не затронутая татарским нашествием, показала полную неспособность к отражению внешнего врага, и даже были люди, готовые к государственной измене. А ведь за 30 лет до этого новгородцы на реке Липеце проявили несомненный героизм. Что же произошло за эти годы? А ничего. Впрочем, нет. Сменилось поколение, или, иначе говоря, сработал фактор исторического времени. Внуки стали не похожи на дедов, а этническая система, сохранив в пределах допуска внутреннюю структуру, утратила большую долю энергии. Новгород был спасен низовыми полками, пришедшими из Владимирского княжества, страны якобы выжженной и вырезанной татарами. Уже сам факт такого похода заставляет думать, что рассказы о полном разрушении Руси в 1238 году страдают преувеличением. И вот еще что странно. Русские княжества, не затронутые татарами, Полоцкое, Смоленское, Турово-Пинское, никакой помощи Пскову и Новгороду не оказали, как и за год до этого Козельску. Чем объяснить такую инертность населения исконных областей Древней Руси? Не вижу иного объяснения, кроме того, что это закономерность этногенеза. Ровесники восточных славян, византийцы, вели себя в XIII веке не лучше. Исключение составляли субэтносы, обитавшие на окраинах ареала и потому не растерявшие древней пассионарности, никейцы, аналог суздальцев, и эпироты, подобие карпатских горцев. При продолжении сравнения станет ясно, что эти исключения на субэтническом уровне подтверждают правила. В Карпатах. Сравнительно с северо-восточной Русью, юго-западное, Галицко-Волынское княжество, пострадало от татар гораздо меньше. Ряд городов татары не смогли взять, а захваченные ими города были разрушены мало, и население их успело укрыться. Более того, население юго-восточных земель из Путивля, Рязани и других, лишенное защиты разгромленных княжеских дружин и страдавшее от анархии, обычной для пограничных регионов, бежало на Волынь, где Даниил Романович после ухода татар установил порядок. Но, увы, галицкое боярство продолжало оппозицию княжеской власти. Это унесло больше крови, чем внешняя война. Галицкие бояре были наиболее реакционной силой на Руси. Они несли самую древнюю традицию, старинную славянскую племенную раздробленность. Для бояр Рюриковичи были узурпаторами, тогда как для горожан естественными защитниками от боярского произвола. Политическим идеалом галицкого боярства как персистентной конвиксии была слабая власть, пусть даже иноземная. Для горожан, наоборот, сильная власть, почему они поддерживали волынских мономашичей. Но те на свою беду оказались естественными противниками князей Владимирских и Черниговских, а потому и галицкие бояре и волынские князья искали союзников среди соседей. В 1243-1244 годах возникла сложная расстановка сил. Ростислав Михайлович Черниговский после долгих хлопот женился на дочери Белы IV и привлек к борьбе за Галичину малопольского короля Болеслава Стыдливого. Даниил объединился с Конрадом Мазовецким и литовским князем Миндовгом. А про татар, уходивших через Болгарию и Молдавию на Волгу, обе стороны просто позабыли. Напряженная и весьма жестокая война, окончившаяся победой Даниила над польско-русско-венгерской армией под стенами города Ярослава 17 августа 1245 года, описана достаточно обстоятельно, но место ее в истории требует дополнительного анализа.
война на Карпатах принципиально отличалась от войны в Прибалтике. Александр Невский защищал свой суперэтнос и его культуру от железного натиска католической Европы, или, что тоже, от колониального порабощения. Поэтому он отказывался от любого культурного обмена с Западом, даже от дозволения религиозных диспутов. На юго-западе война носила другой характер. Бела IV Венгерский, Болеслав Стыдливый Малопольский и примкнувший к ним Ростислав Черниговский состояли в Гвельфском блоке. Конрад Мазовецкий призвал на свою землю Тевтонский орден, стоявший на стороне Гогенштауфенов. Даниил Романович продолжил традицию своего отца, ставшего союзником гибеллинов, а Миндовг, язычник, готов был бить католиков где только возможно. Таким образом, очевидно, что в Карпатах решался вопрос не о защите православия от католичества, разумеется, не в религиозном, а в этническом плане, а об участии Южной Руси в западноевропейской политике, осью которой была борьба императоров против пап. Черниговские князья примкнули к папистам и приняли участие в Леонском соборе 1245 года, а Даниил Галицкий оказался союзником Фридриха II, отлученного бежавшим папой Иннокентием IV. А Русь? Она в этой войне была ни при чем. И тут внезапно к князю Даниилу пришло от хана Батыя короткое письмо. «Дай, Галич». Победитель венгров, поляков и крамольных бояр пришел в ужас. Война с татарами была весьма невыгодна, даже безнадежна, потому что волынское войско одерживало победы путем крайнего напряжения сил и, естественно, было утомлено. Войны не фигуры на шахматной доске, где, выиграв одну партию, можно начинать другую. Выход был один – ехать на поклон к хану, и Даниил отправился в сарай, предварительно заручившись охранной грамотой. Хан принял князя ласково, разрешил ему пить на пиру вместо кумыса вино, что было высшей любезностью, и выдал ему ярлык на власть в его княжестве, сделав Даниила своим мирником. Для обоих это был большой политический успех. Ярлык – это пакт о дружбе и ненападении. Реальной зависимости он не предполагал. Батый посылал ярлыки к правителям Рума, Сирии и других стран, от него независимых. Батый обеспечил свою западную границу от внезапного нападения крестоносцев, ибо папа Иннокентий IV на Леонском соборе 1245 года объявил крестовый поход против татар, а Даниил после поездки в сарай заявил свои права на преемство киевских князей, назначил своего печатника, хранителя печати, митрополитом, в 1246 году отправил его на утверждение к патриарху в Никею и заключил мир с Венгрией, отказавшейся от поддержки Ростислава. Казалось бы, Даниил должен быть доволен, но он был человеком своего времени и его настроений, которые на Волыни были прозападническими. Поэтому летописец написал роковую фразу «О, злее зла честь татарская», определив тем самым будущее своего народа, своей страны, своей культуры. Удачный договор на Волыни вызвал плач об обиде князя. Против такой категорической антипатии к татарам князь не мог ничего предпринять, даже если бы он этого хотел. Но, по-видимому, он был заодно со своим народом. Поиски выхода. Бескомпромиссная политика Даниила Романовича не дала тех положительных результатов, которых можно было бы от нее ожидать. Не будем забывать, что правитель небольшой державы зависит от своих подчиненных не менее, чем они от него. Приказ можно не выполнить, из рядов войска сбежать, дипломатическую миссию исказить, князя не восхвалять, а осуждать или высмеивать. Феодальная оппозиция многообразна и неуловима. Важно только, чтобы у людей была возможность выбора между политическими программами и направлениями, а тут их было целых 3. В Ростово-Суздальской земле к татарам отнеслись положительно. Удельные князья поехали в ставку Батыя, где их пожаловали их же владениями, и с миром отпустили по домам. В Великороссии согласились с тем, что русская земля стала земля Канови и Батыева, то есть признали сюзеренитет монгольского хана, хотя престол в это время был вакантным, и Батыя как старшего вроде Борджигинов, и что не подобает на ней жить, не поклонившийся им. Такое решение было оправдано внешнеполитической обстановкой.
На западной границе шла жестокая война, и ливонцы вешали русских пленников. Сила была на стороне крестоносцев, имевших неограниченные ресурсы в европейском рыцарстве, снабжаемом купеческой ганзой и руководимом опытными политиками, прелатами католической церкви. Подчинение папскому престолу было обязательным условием мира. Для Владимирского княжества Второй фронт в этих обстоятельствах был бы этническим самоубийством. И наоборот, Батый хотел установить с русскими князьями искреннюю дружбу. Монголы имели квалифицированную разведку из числа иноплеменников, принятых в войско. Венгерский монах Юлиан рассказывает о татарском после, знавшем венгерский, русский, куманский, тюркский, тевтонский, немецкий, сарацинский, арабский и, естественно, татарский, монгольский языки. Татарский предводитель, взятый в плен чехами при Ольмюце, оказался английским тамплиером по имени Питер. Монголы знали о настроениях христианского мира и поддерживали православные страны – Никею, Грузию, Уйгурию, монофизитскую Малую Армению и Русь, против католиков, начавших крестовый поход против монголов и схизматиков. А на Руси великий князь Юрий II запретил доминиканским монахам проповедовать язычникам католичество и зимой 1237-38 годов изгнал их из своей земли. Эта принципиальная политическая линия поддерживалась не только народными массами суздальцев, не желавших менять исповедание и терять усвоенную и воспринятую культуру, но и крупными деятелями. Бывший печатник, канцлер Даниила митрополит Кирилл не согласился с политическим курсом Холмского двора и в 1250 году примкнул к политике Александра Невского, наиболее последовательного борца за Русь. За эту линию он был канонизирован в 1547 году, хотя почитание его как святого началось сразу после кончины. Итак, древнерусский настрой раскололся, а вместе с ним раздробился и этнос. При этом деление прошло на основе комплементарности, то есть каждый русский человек мог выбрать ту культуру, которая ему больше подходила – западную, католическую или восточную, православную, несторианскую и монофизитскую, в Центральной Азии слившуюся в 1142 году с несторианской. Ясно, что ведущая роль принадлежала не догматике, а мироощущениям, симпатичным друг другу. Но было и третье направление – стремление к безоговорочному объединению с Западной Европой в ее гвельфском варианте. Михаил Всеволодович Черниговский, отец уже упомянутого Ростислава, владея очень короткое время Киевом, поставил митрополитом своего человека, игумена Петра Акеровича. Даниил Романович сверг его и разогнал его епископов, после чего Ростислав провел неудачную войну с Даниилом и остался жить в Венгрии. А Петр Акерович по повелению своего князя отправился в Лион просить у папы Иннокентия IV помощи против татар. Михаил жил некоторое время в Венгрии, но обиженный пренебрежительным отношением к себе вернулся в Чернигов. Очевидно, он предполагал, что его переговоры с папой останутся татарам неизвестны. Не тут-то было. Батый имел достаточную информацию об изменнической деятельности черниговского князя. Однако он дал ему возможность оправдаться. У татар был своеобразный детектор лжи. Подозреваемый должен был пройти между двумя большими кострами, а колдуны наблюдали за огнем и тем самым устанавливали правдивость показаний. Насколько этот способ эффективен, сказать трудно, но князь Михаил от процедуры отказался и был казнен. Конечно, князя жаль, но какое правительство не наказало бы лицо доверенное, занимающее ответственный пост и уличенное в изменнических связях с врагом? Это была трагедия не только князя Михаила, но и всего Черниговского княжества, которое с этого времени прекратило самостоятельное существование. Надир. Надир – точка небесной сферы, диаметрально противоположная зениту. Алексеев – Полоцкая земля. Одновременно с Черниговым стал клониться к упадку Полоцк. Проиграв войну с немцами за Подвинье, Полоцкое княжество стало жертвой литовских набегов, длившихся с 1216 по 1246 год. История этого периода может быть восстановлена крайне отрывочно, но видно, что уже в 1258 году
палачане выступают против Смоленска совместно с литовцами, а потом Полоцкая земля рассматривается как часть наследства Миндовга. Дольше всех из западнорусских городов держался Смоленск, но и он в 1274 году предпочел добровольное присоединение к Золотой Орде литовской оккупации. А ведь татары даже близко не подходили к Смоленску. На этом всеобщем грустном фоне разложения некоторое время высилась фигура Даниила Романовича Волынско-Галицкого, ставшего вождем русских западников. Даниил понимал, что зависимость от католической Европы обязывает ко многому, даже опасному и неприятному. Но, видимо, общественное мнение на юго-западе было непреклонно. Не случайно же в 1254 году Даниил принял от папы корону и скипетр и воздвиже рать противу татар. В 1246 году в Каракаруме проходили торжества по случаю избрания нового хана. На этот раз был избран Гуюк, сын Угадея и Меркитки Туракины, злейший враг Батыя. Еще в 1238 году, когда Гуюк и его племянник Бури, внук Джагатая, служили под командой Батыя, они вздумали с ним поссориться. На пиру, когда Батый поднял первую чашу, они оскорбили его. Батый выслал их из войска к отцам. Хан страшно разгневался на сына, посмевшего нарушить войсковую субординацию, но благодаря заступничеству приближенных простил его и отправил обратно в армию к Батыю. Отношения между царевичами не улучшились. И вот Гуюк стал ханом, вождем 130 тысяч воинов, а у Батыя и его братьев было всего 4000 всадников. Ярослав стал выбирать сюзерена и союзника. С ним заигрывали, на перу он занимал первое место. Гуюк был друг православия и враг папизма. Он пригласил к себе священников из Шама, Сирии, Рума, Византии, Осов, Осетии и Руси. Рашид ад-Дин. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Казалось бы, все складывалось хорошо для Ярослава, а значит и для Руси. Но вдруг оказалось, что великий князь умер от яда, будто бы данного ему вдовствующей ханшей Туракиной, получившей донос от боярина Федора Яруновича, сообщившего, что Ярослав вступил в контакт с папой Иннокентием IV и Леонским собором. Туракина была сибирячка, то есть она была доверчива и импульсивна. Но даже при этом обвинение ее в отравлении гостя не было подтверждено. Сообщил об этой версии Плано Карпини, папский агент, то есть лицо заинтересованное. Но так или иначе князь умер, а его дети, Александр и Андрей, убили доносчика. Итак, попытки великих князей вывести страну из тяжелого кризиса ни к чему не привели, да и не могли привести, так как причиной создавшегося положения был естественный процесс старения системы, снижение уровня пассионарности, в чем никто из русских людей не был виноват, хотя им всем было от этого не легче. Железный натиск Запада и неожиданный ураган с Востока столкнулись на территории Киевской державы, и она перестала существовать. Почему эта богатая, здоровая, прекрасная страна не оказала должного сопротивления соседям, не превосходившим ее ни в технике, ни в экономике, ни в культуре? Ответ на этот вопрос содержался в перечислении вереницы бед, далеко не полном. Впрочем, увеличивать количество упомянутых фактов не нужно. Приведенное необходимо и достаточно. Теперь можно констатировать, что инерция пассионарного толчка затухла, и система распалась. Причем часть ее вошла в западноевропейский суперэтнос, другая часть предпочла союз с Великой Степью, объединенной монгольским улусом. Больше выбирать было не из чего, ибо возрождение Византии ни в кого не вселяло надежд, а гниение аббасидского халифата шло неуклонно. Казалось бы, Русь должна была стать добычей хищных соседей или в лучшем случае распасться на реликты, кое-как сопротивляющиеся ударам извне и внутреннему разложению. А вместо этого произошел взрыв пассионарности и начался новый виток этногенеза. Как и где это произошло? И вот здесь намечается переход от истории, науки о событиях, к этнологии, науке о меняющихся поведенческих стереотипах.
До сих пор мы отмечали политический и государственный упадок Древней Руси, распад единой системы на 8 полугосударств, ослабление общерусского патриотизма и тому подобное. Но импульсы, породившие эти явления, были еще позитивными, хотя и недостаточными для процветания всей страны и культуры. Теперь же появились негативные феномены: предательство, хуже чего не бывает, и продажность, при которой наладить управление страной невозможно. Приписывать внедрение этих качеств монголам несправедливо. Во-первых, они сами ими не обладали, а следовательно и не могли никого им научить. Во-вторых, они были заинтересованы в верности русских князей, а не в изменах и обманах. Поскольку папа объявил крестовый поход против татар, то союз с православными монголом был нужен как воздух. И наоборот, католикам было выгодно поднять русских против татар, чтобы вести войну на русской территории и русскими руками. Поэтому ясно, что заинтересованы в гибели князей от рук татар были именно папские дипломаты. А потом можно было расправиться с проклятыми схизматиками и построить на русской земле вторую Латинскую империю. Так и случилось в XIV веке во всей Западной Руси. А Восточная Русь уцелела благодаря оригинальной расстановке сил, которая обеспечила Руси полувековую передышку. Этого оказалось достаточно для спасения самого ценного наследия – культурной традиции.